Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы давно не говорили о экономике, а сейчас и повод появился. На этой неделе президент Бадр Гумба дал пространное интервью, вообще-то, кажется, первое интервью за то время, как он стал президентом. Интервью он дал Апсна Пресс, где много чего говорил об экономике. И, кроме того, там об экономике говорили, там, я слушал интервью, читал интервью там, премьер-министра «Спутнику», там, о экономике говорят в парламенте. Ну и вот сегодня у нас экономист в гостях, наш постоянный эксперт Ахра Арестова. Ахра, добрый день. Ну вот, я прочел это интервью президента, и, в общем-то, единственное, на что я обратил внимание, что вот как бы наше развитие, дальнейшее экономическое, исходя из той логики вот выставленных там ответов, оно кроется там в упрощении системы налогообложения и оптимизации бюрократической системы управления через цифровизацию, но это вот как бы опять же механически госаппарат сокращать не будут, потому что он такой же, опять же, там куча министерств, ведомств и так далее. Но вот с учетом того, что мы будем переходить все это документооборот на цифру, какие-то услуги на цифру будут переходить, будет как бы постепенно сокращаться бюрократический аппарат. Ну, в общем-то, каких-то таких революционных масштабных я там не прочел, к сожалению. Но вот как бы то, что я увидел, по крайней мере. Я бы хотел, может, ты там что-то добавишь. Там, я не экономист, поэтому как бы говорить про это вот как бы могу вот с чисто таким журналистским. Здравствуйте. Да. Спасибо за приглашение и за доверие. Мне приятно находиться в твоем обществе. Еще. Передача носит такой аналитический характер. И приятно, что ты, как журналист, у тебя есть свое мнение буквально по всем вопросам. Я предлагаю все-таки чуть хронологию определенную, хотя бы за этот месяц провести, так как есть представители избранной власти. Это Бадр Зурабович Гумба, избранный президент, есть избранные депутаты парламента, есть у нас назначенное правительство, которые озвучивали те или иные, значит, предложения или мнения. Я бы выделил первое интервью Беслана Халваш, председателя комитета по бюджету, абхазскому телевидению. Ирина Шотовна Агарба брала интервью парламентского комитета. Цели и задачи был вопрос, он озвучил, что в ближайшие пару лет, я цитирую, бюджет, собственные доходы государственного бюджета должны достичь 30 миллиардов рублей. Перебег. То есть у парламента, у бюджетного комитета одно мнение, я так понял. Судя по тому, что я этих цифр и близко не увидел там в интервью президента или в словах премьер-министра. Премьер-министр в «Спутнике», он, кажется, сказал, что мы к 30 году наша доходная часть увеличится на 50%. И он говорил, еще там приводил интересную цифру, что 5 миллионов туристов будет. Ну вот я как бы масштабы 5 миллионов как бы представляю, это огромные масштабы. И с другой стороны, всего 50% тоже как-то не очень-то клеится. Согласен. Но в «Спутнике» это было не интервью премьер-министра, это было как пресс-релиз, что ли, после встречи с Дмитрием Вольвовичем. Значит, там речь шла о том, чтобы начать разработку планов до 30 года. Абхазская сторона должна
предложить свои планы во всех отраслях нашего государства и представить их российской стороне. После, как раз таки, после вот этого пресс-релиза о том, что бюджет Республики Абхазия, по мнению нашего правительства, должен увеличиться всего лишь на 50% до 30 года, конечно, это резонирует с тем, что говорил избранный народом депутат Халваш, председатель комитета по бюджету. Но следующее уже было интервью президента Республики Абхазия Бадра Зурабовича Гумба. Для меня было там, в глаза бросилось другое. Значит, речь шла о том, что значит, он рассчитывает на то, что молодые люди, молодые специалисты, которым он доверил должности высокие в правительстве, будут способны решать те задачи, которые стоят перед страной, самостоятельно. То есть он далее сказал, что мы должны научиться самостоятельно решать свои проблемы. Это очень важный тезис. Мы такое не слышали, последние лет 5 точно. Мы что слышали? Мы это не можем, мы должны поделиться суверенитетом. То есть, это очень серьезное заявление. А теперь о том, что оно не стыкуется. Все вот эти 3 ключевых интервью Беслана Халваш, заявление правительства и намерение президента Республики Абхазия. И я скажу... И где искать тут золотую середину? Или есть ли вообще золотая середина? Дело в том, что политику все-таки определяет избранный глава государства, и ее утверждает парламент, тоже избранный. Политику не определяют назначенные министры, при всем уважении. И, конечно... Но все-таки работу проводит правительство. Реализует политику правительства. Но дело в том, что я являюсь одним из тех, кто был, скажем так, активным сторонником обновления, омоложения, прихода к власти нового поколения. Я думаю, это многие это слышали. И хотелось бы, чтобы молодые министры у них были здоровые амбиции, у них были намерения серьезные помочь своему народу, и потому что цифра в 50% до 30 года, она, знаете, как выглядит? Она выглядит вот как будто бюрократия боится больших планов и дел, то есть чтобы их не поругали. Но вот по мне 50% к 30 году это вот как бы уровень инфляции, который через 5 лет как раз пожрет вот то, что сейчас есть, да, то есть он догонит вот наш вот этот наше экономическое состояние, оно фактически топтаться будет, то есть вот через 5 лет 50% вот как раз вот те же показатели будут фактически. Вот как мы любим, вот как мы иногда любим как бы сравнивать там, а что у нас было к 2014 к 2019 году, при этом мы как-то уровень инфляции мы не говорим, да, то мы не говорим о том, падении покупательной способности, о покупательной способности и так далее. То есть сколько там стоил, условно говоря, килограмм мяса там 10 лет назад и сколько сейчас стоит. Это очень важное замечание. Вот поэтому мне нравится приходить в твою передачу. Дело в том, что правительство озвучило те же данные ВВП, якобы ВВП вырос там в рублях там, на 50, в 2,8 раз, да. ВВП, согласно стандартам, принятым Организацией Объединенных Наций, считается в долларах. Это стандарт. ВВП России тоже считается в долларах. Так вот, в долларах ВВП в 2010 и в 2011 годах был на душу населения почти $5000. А сейчас ВВП $4500. То есть где тут рост? Нет роста. Средняя зарплата в 2010 году
при Сергее Васильевиче Багапше в республике Абхазия составляла почти $280. А сейчас 23 тысячи, это там в районе 230, что ли, там же курс тоже чуть плавающий сейчас. Поэтому тоже минус. Поэтому говорить о том, что у нас какие-то там достижения, я бы не сказал. Оно соответствует тому, что сказал ты, Инал, инфляция все это сжирает, проедает. И мы, население, наши граждане, получающие зарплаты и пенсии, прекрасно помнят, что они в 2010 году могли купить больше, чем сейчас. Единственное, конечно, что вырос, и действительно и в долларах вырос, это республиканский бюджет. Республиканский бюджет был 980 миллионов в 2014 году, сейчас он 8 миллиардов, но это благодаря реформе НДС, реформе спецналога. Эти реформы были проведены в 2015-2016 году. Сегодня в открытом доступе почти более 65% доходов республиканского бюджета – это поступление от налога на добавленную стоимость. Поэтому слова Бадри Зурабовича Гумба о том, что мы должны научиться самостоятельно решать свои проблемы, и что он рассчитывает на тех молодых ребят. Я думаю, что речь идет о министре экономики и министре финансов. Да, это огромная ответственность, но для них это новое. Еще прошло всего лишь несколько месяцев. Сейчас ни в коей мере я не пытаюсь на них это все переложить. Им, наверное, надо какое-то определенное время адаптироваться. Уже старших нет, им придется самостоятельно эти вопросы решать. Но они тоже, они же не новички, они были заместителями министра, то есть с ним система знакома. Но дело в том, что я думаю, что молодые министры обязательно должны слышать руководителей государства, избранных народом. То есть они определяют, если глава государства говорит такие вещи, что мы самостоятельно должны научиться решать задачи раз. Беслан Халваш говорит, что в течение пару лет наш бюджет должен быть 30 миллиардов. Я думаю, что у них есть обоснование. Обоснование заключается в том, что, например, на энергетику Бадра Зурабович в ходе предвыборной кампании и после заявлял о том, что она будет государственной. Для того, чтобы проблемы энергетики решать, нужны минимальные инвестиции 2 миллиарда в год. Уже сейчас. Далее. Наших матерей сняли, значит, так я скажу, мягко, с социальной помощи в России. Они уже там эти деньги не будут получать на воспитание малолетних детей. Значит, это тоже надо компенсировать. Изыскивать эти средства, потому что у нас острая демографическая проблема. Наш народ находится в опасности. Это тоже минимум еще 1,5 миллиарда рублей. Вот две проблемы уже надо почти 3,5 миллиарда. Сейчас надо, не к 30-му году. Ага, понятно. Сейчас надо. Но где их взять? Мы знаем, что у нас надо. Но где эти деньги взять? Я еще одну вещь... Где вот эти резервы? Да, дело в том, что еще что в интервью важное того же Бадри Зурабовича, он сказал, что надо изыскивать средства на цели поднятия собственной переработки, промышленной переработки сельхозпродукции. Это важнейший вопрос. И дело в том, что средства нужны не только на сельхозпереработку, средства нужны вообще малому и среднему бизнесу, заниматься бизнесом. Если за тобой не стоит банковская поддержка, я считаю, что это, нет в этом смысла. И это наши предприниматели совершают какой-то подвиг в мирное время. И вот этот нынешний кризис, связанный с ситуацией в гостиничном бизнесе, в туристическом бизнесе, яркое тому подтверждение, когда наш бизнес без банковской поддержки, без длинных кредитов, без вот этой финансовой подушки
столкнулся с компаниями российскими. Если вот я для наших зрителей хочу сказать, компания «Библия Глобус» просто сейчас на слуху. Выручка компании «Библия Глобус» в прошлом году составила 168 миллиардов рублей. Как глобус вошла в нашу экономику. Как глобус, она как каток такой. Поэтому компания с таким оборотом, с такой выручкой способна брать кредиты, то есть их кредитный рейтинг, я думаю, составляет минимум миллиардов 70-80. То есть они могут брать кредиты, выкупать, как им выгодно, все эти койко-места Республики Абхазия. Например, основные койко-места Республики Абхазия по средней цене можно выкупить за 10 миллиардов, а продать за 20, потом потихоньку, постепенно. И, конечно же, это связано с тем, что наши предприниматели закредитованы, у них долги, у них нет возможности для того, чтобы запустить гостиницу. Например, после зимы, чтобы запустить гостиницу, персонал должен выйти на работу, им надо платить зарплату, есть расходы, которые неотвратимые, может, оборудование испортилось, надо поменять. Кредиты должны быть постоянно. То есть и в этом плане на эти цели тоже надо около 10 миллиардов рублей. То есть это же деньги где-то надо взять. Это или банк новый открыть, инвестиционный, или действующим банкирам эти резервы надо сформировать. Задачи очень серьезные. Понятно, с задачами. Вот меня опять к Библиоглобусу мы, кстати, еще вернемся. Меня вот эти цифры обычного такого дилетанта интересует. Вот 5 миллионов туристов. Сколько у нас вообще туристов? То есть разные цифры. У нас считают всегда по-разному, да? То есть если человек приехал с разовой экскурсии в Новоафонскую пещеру или на озеро Рица, иногда у нас этих тоже считали. Туристы въехали, вот значит они однодневные вот эти туристы, их тоже посчитали. Но вот тех, которые приехали отдыхать, совершенно другая цифра. Она всегда была в разы меньше, чем те, которые заезжали этими экскурсионными автобусами каждый день, толпами приезжали на Рицу, в Новый Афон. Вот мы сейчас как считаем? 5 миллионов. Это то, что озвучило правительство на встрече с Дмитрием Вольвовичем, что к 30 году будет 5 миллионов туристов. Это какой подсчет? Вот эти вместе с этими разовыми туристами? Это целевой показатель, то есть они хотят выйти на эти цифры. Выйти на какие цифры? У нас все время происходит некая манипуляция, когда мы говорим о туристах, которые приехали в Абхазию. Я еще раз подчеркиваю, есть туристы однодневки, есть туристы, которые приезжают на 5, на 10 дней, на 2 недели и так далее. Вот эти 5 миллионов – это только те, которые на несколько дней приехали отдохнуть, или вместе с ними люди, которые приедут в Новый Афон, на Рицу и так далее? При всем уважении в Новоафонскую пещеру, даже если там еще 2 метро построить, 5 миллионов туристов никак не, оно физически это невозможно. То же самое Рица. Если только там не построить такую же эстакадную дорогу, как на Красной Поляне. Столько койко-мест тоже нет, чтобы этих 5 миллионов туристов разместить, хоть даже круглосуточно. Я считаю, что на сегодняшний день мы имеем сравнительные цифры по туризму в деньгах и в товарном обороте. Вот, например, 2021 год и сейчас у нас денежный оборот вырос почти в 4 раза. Было 54 миллиарда, сейчас почти 200 миллиардов. С учетом инфляции и так далее. Значит, то, что озвучивал экс-министр Хишба по туризму, отделяя тех, кто приехали на один день, он давал цифру, что на 1 миллион почти за эти годы увеличилось. Те, которые на 3 дня, на 7 дней, на 10 дней с ночевками. В общем, туристы приезжали. В принципе, в это можно поверить, потому что количество мест размещения, это подтвердил на встрече в парламенте министр новый по налогам, уже перевалило
есть почти 60 50, нет, меньше, чуть там 56, что-то такое. 56 тысяч. Да, это всех вместе, включая там частные квартиры там, и все прочее. Но физически это возможно. Ну а теперь вы представьте, что 1 миллион туристов добавил денежный оборот. Ну, понятно, что в связи с ситуацией вокруг Украины российский турист сюда поехал. Плюс качественный российский турист поехал, потому что средний чек вырос в 3 раза. В 3 раза, то есть если расходы туристов увеличились. Это дает российская сторона. И эти цифры от 1 миллиона туристов 150 миллиардов рублей в Абхазии увеличился денежный оборот. Вот вы представьте. И Значит, за 5 миллионов сколько должно? За 5 миллионов тогда сколько должно увеличиться? ну, например, в Турции Я не в Турции, а в Абхазии. давали они цифры, от 1 миллиона туристов страна получает 700 миллионов долларов. Мы сколько получаем от 1 миллиона? Ну, у нас, учитывая то, что цены на все там в 2 раза меньше, мы должны получать 350 миллионов долларов от 1 миллиона туристов. Но дело в том, что с точки зрения 50 миллионов рублей. долларов, конечно, это дает министр по туризму Турции давал цифры. в виде налогов. В виде налогов. Это только налоги, да, разных уровней. Ну, у них, правда, и налоговые ставки там выше, чем у нас в 2 раза. 350 миллионов переведи, пожалуйста, сколько выйдет? В долларах Вот эти 350 миллионов. можно 80, средний курс сейчас и получишь эти миллиарды. Там, да. Вот это почти 25 тысяч. Ну, 100 миллионов это 8 миллиардов Ну, почти рублей. 25 миллиардов. Ну, а какой у нас бюджет тогда? Сейчас 12. 12. Мы сейчас должны уже собирать, у нас в бюджете должно быть, ну хотя бы 18 собственных доходов. А у нас 17 вместе с российскими. То есть, ну, опять же, цифры отталкиваясь. Если у нас 350 миллионов мы должны получать долларов, это почти 25 миллиардов рублей. Значит, Это только от туризма. У нас еще другие отрасли есть. мы будем экономики. считать, что от туризма только. Не только от туризма, но вообще от всего. 25. Значит, 5 миллионов туристов – это 125 миллиардов рублей. Да. А мы бюджет собираемся увеличивать на 50%. То есть при этом у нас выходит так, что расчет только на туристов. Эти деньги, походу, куда-то, какие-то крохи мы будем получать от этого туризма. Ну, там Дмитрий Вольфович опять ставил вопрос о налогах. Может, они хотят льготы дать, таким как Библия Глобус, и будет тоже как в этом, то есть деньги будут в руках крупного капитала. И льготы. То есть прибыль уйдет из страны. Прибыль уйдет из страны. Ну, достаточно странная как бы арифметика, конечно. Но здесь противоречие. Опять же, я говорю, дело в том, что глава государства поставил вопрос о собственном производстве. Это важный вопрос, потому что у нас торговый баланс, внешнеторговый баланс, то есть экспорт-импорт, находится уже в критическом состоянии. То есть мы где-то 8 миллиардов производим, продаем, а закупаем в России товаров уже на 45 миллиардов. Вы представляете? Тенденция. Это опасная тенденция. Отрицательная внешнеэкономическая. Оно не просто отрицательное, оно носит уже угрожающий национальной безопасности характер. И поэтому речь идет о том, чтобы этот баланс надо выравнивать. Но для этого надо резко увеличивать производство собственной продукции. И менять подходы и налоговые, и тарифные, и изыскивать средства на инвестиции в национальную экономику. Слушай, ну вернемся к Библиоглобусу. Да, ну вот я опять же говорю, вот цифра 5 миллионов туристов, и вот куда-то и те ожидаемые доходы, которые называет правительство, они как бы не коррелируются с этой цифрой. Значит, куда-то это все вымывание происходит.
что делать вот с такой ситуацией, когда у тебя, допустим, я не знаю, это говорят не демпинг, кто-то не демпинг, мне все равно, как это процесс называется, но когда у тебя там в мае, там в начале июня продают номера с трехразовым питанием за какие-то сущие копейки, за 100 рублей, 200 рублей, то это по мне настоящий демпинг, потому что это никакая не экономика, да, то есть и от этого страдают как бы вот эти наш бизнес, который заточен на курорты, на туризм, да, там кто-то имеет свою нормальную гостиницу, кто-то имеет мини-гостиницу, кто-то просто сдает квартиру свою и так далее. Но вот понятно, там с абхазским бизнесом, да, он страдает. Он страдает, он не получает доходов, естественно, он налогов не платит. Но вот с этой суммы-то турист приехал все равно на эти 200 рублей условно, да, но налоги-то платятся вот именно с этих 200 рублей. Да, что мы имеем? На эту тему давал комментарий министр по налогам вот в парламенте на днях. Меня тоже пригласили, я присутствовал. Дело в том, что характеристики демпинга, он, с его слов, там не подходят, потому что то есть смотрят валовую выручку. То есть валовая выручка меньше не стала, она наоборот растет. И поэтому... То есть налоги они хорошо платят. И налоги с этой суммы платятся. Здесь признаки недобросовестной конкуренции, раз, признаки значит, того, что крупный капитал все-таки он действует, я часто это повторяю, как слон в посудной лавке. У них методы ведения бизнеса абсолютно не такие, как в Республике Абхазия. Я же говорю, вот Библия-Глобус. Вот я был бы Библия-Глобус. Я иду там, например, в Сбербанк России. Под мои обороты они мне могут дать до 50 миллиардов рублей. Я скупаю все койко-места за 10 миллиардов условно. Вот ты продаешь, там, говоришь 10 тысяч рублей но сутки. Я говорю, слушай, вот сразу тебе даю. Приедет турист, не приедет, тебе какая разница, вот на тебе 5. И, значит, а у тебя долги, проценты капают, и не, там, по 30% годовых, там, здесь же нет дешевых длинных кредитов, тебе там душат кредиторы, у тебя могут быть долги поставщикам разным, да, поэтому многие наши вынуждены соглашаться, и потом я это перепродам. Один месяц я могу за 300 рублей продать койку, а другой месяц я могу и за 20 тысяч продать. То есть уже я, крупная компания, регулирую. Тем более эти все системы компьютеризированы. Вот как Яндекс.Такси. Вот в Сочи, да, или в Москве одно и то же расстояние, в течение дня цена меняется. То есть спрос высокий, компьютер цену поднимает, спрос низкий, компьютер цену опускает. То же самое, как авиабилеты. Даже в течение часа, вот Сухумский аэропорт, значит, на днях там кто-то говорил 1600 рублей, а уже, значит, там уже 14 тысяч, 15 тысяч. Там все зависит от спроса и предложения. Это вот как раз цифровые технологии пришли в бизнес. А у нас есть национальный цифровой оператор? Нет. У нас есть банковская поддержка у бизнеса? Нет. 3 миллиарда 400 миллионов. В прошлом году есть отчет Нацбанка, выдано кредитом нашим бизнесменам всего 3 миллиарда. И теперь вы представьте, мы имеем, а там же помимо Библия-Глобуса и другие компании работают на нашем рынке. А вы представьте, ну, с кем наш маленький зарождающийся бизнес столкнулся. То есть это как, знаете, как солдат. Я военную тему привожу, потому что она более знакома нашим гражданам. Даже без винтовки, я про автомат вообще не говорю. У него саперная лопатка, и на него идет танк. И он должен, значит, с ним конкурировать. Там абсолютно ясно, что выживаемость его нулевая. Поэтому все эти инструменты
озвучены и главой государства, и до этого многие озвучивали, и политические деятели, и общественные. И мы сколько раз это с тобой обсуждали уже сколько лет, и обязательно их надо вводить. И тогда российские компании имеют кредиты, и наши компании должны иметь кредиты. И мы говорили и о дефиците, искусственном дефиците рублевой массы. Этот вопрос тоже надо решать с российской стороной. Абхазия, пользуясь рублем, в эмиссионную зону России не входит. У нас дефицит уже более 20 миллиардов рублей, то есть уже должны быть в нашем Нацбанке. Если бы у нашего Нацбанка было бы 20 миллиардов рублей, нашему бизнесу было бы гораздо легче конкурировать даже с Библиоглобусом. Если у них будет за спиной такая поддержка и не в виде какого-то разового кредита, а кредитной линии. Вот я работал в других странах, например, с Райфайзербанком. Приходят эксперты, они оценивают компанию и говорят, твой кредитный потолок, наверное, 200 тысяч долларов. Я беру эти кредиты уже по телефону. 20, 30, смотря. То есть потолок 200. То есть я все время знаю, что за моей спиной есть банк, который готов оплатить любую заявку. Я, допустим, мне надо было высококвалифицированных специалистов привлечь. Там есть тоже кредит именно на персонал, на обновление персонала. У нас есть такие кредиты? Нет у нас таких кредитов. Вот эти все инструменты у банков есть до 1000 видов разных кредитов на разные цели. Это все надо, и это надо делать очень быстро. Я бы, например, если... Беслан Халваш, кстати, озвучивал тоже определенные реформы и сокращение налоговой нагрузки, и самих количества налогов. Это мы и в 2015 году пытались сделать. По разным, по основным политическим причинам не удалось. Но это надо делать все быстро, и тогда появятся определенные ресурсы и возможности. И, значит, я бы, допустим, часть денег не выдавал бы в министерствах. Часть денег, например, открыть новый банк, нужно 400 миллионов, согласно закону, чтобы Нацбанк выдал лицензию. Я бы открыл уже цифровой абхазский банк по типу Сбербанка или Тинькова. То есть там не надо офисы по всей Абхазии открывать. Там нужен один офис, нужны сервера, нужны компьютерные программы и нужны услуги, включая, чтобы клиент мог работать через телефон. Это вопрос доверия, мне кажется. Это не вопрос доверия, это вопрос 4-й цифровой революции. Если мы хотим не потерять независимость. Там же основной вопрос. Кстати, вот ты меня перебил. Когда Ирина Шотовна переспросила Беслана Халваша, что бюджет должен быть 30 миллиардов, он сказал обеспечить экономическую и национальную независимость. То есть это вопрос не стоит, мы можем, не можем. Вопрос стоит, мы должны это сделать. И, конечно, молодые министры именно так, вот мое им пожелание, подходить к этим вопросам. Задача стоит, чтобы наш народ выжил и наше государство. Нам надо иметь такой бюджет. Не до 30-го года, а в течение максимум 3 лет мы должны выйти на эти цифры. И я думаю, что если они именно будут так подходить, а мы так подходили, и начиная с 88-го года, и война, и все, то есть или победа, или смерть. То есть у нас не было других вариантов тогда. Или нашего народа не будет. И сейчас вопрос стоит практически точно так же. Да, например, мы говорим, да, энергетика наша. Хорошо. Российская сторона согласна с этим. Но если твоя, тогда ты сам должен находить деньги, сам вкладывать. По поводу энергетики, то, что я прочел в интервью Бадры Гумба, это то, что мы будем ставить аппараты учета, их количество возрастет. За счет, параллельно это приведет к сокращению потребления электроэнергии, увеличится оплата, и вот за счет этой оплаты, дополнительных денег, которые придут за потребленную энергию, мы будем покупать переток
осенне-зимний период, когда у нас образовывается дефицит электроэнергии. Я единственное, чего не... Ну, понятно, что мы будем уже покупать. Там нам не будут вот этот халявный переток, который мы называем социальный, да, так стыдливо называем социальным, да, будут предоставлять. Но я хочу видеть свет в конце туннеля, когда мы выйдем, когда наша энергетика будет добывать столько электроэнергии, которая будет достаточно для собственных нужд, с одной стороны, а с другой стороны мы могли бы получать какие-то излишки и продавать. То есть вот ответа вот на этот вопрос я вот в интервью не увидел. То есть раньше, то есть Аслан Бжаня нам говорил, надо отдать перепадный ГЭС кому-то, там иностранным инвесторам, и у нас будет благодать. Хотя вот что такое благодать, он как-то не расшифровывал. Но, слава богу, нам Бадра Гумба не говорит, что нам надо кому-то отдать там иностранцам, чтобы вот эта благодать наступила. Но, по крайней мере, я хочу видеть, вот, что дальше вот с этой энергетикой. А я хочу видеть современный подход. На сегодняшний день руководитель не определен, Черноморэнерго. Черноморэнерго является государственной компанией, то есть собственником является народ, то есть граждане Республики Абхазия. Такая компания должна быть абсолютно публична и прозрачна. Первое, что надо делать, это, кстати, касается не только Черноморэнерго, это касается и Министерства финансов, и всего правительства. Если вы тратите деньги народа, будьте любезны, вывесите на сайтах, куда вы тратите, в мелочах. Мы можем увидеть каждый цент или каждую копейку вот в иностранных государствах, да, копейку. Да. А тогда народ это все будет поддерживать. Второй вопрос. Собираемость и оплата связана с доходами граждан. Доходы граждан должны превышать, это тоже изучено учеными всеми, $500-600 США. Средняя зарплата должна быть, тогда люди смогут платить и за воду, и за свет. Выручка компании будет способствовать тем планам, о которых наши вот заявляют. Но на сегодняшний день это нереально. Третий вопрос, почему я говорю, современный цифровой подход должен быть. Мы должны уже думать о энергетических запасах вперед. Мы пришли в век цифровизации. Цифровизация требует потребления огромного количества энергии, потому что это компьютеры. Вот это майнинг, это нам показал. Ну хорошо, берем мы майнинг, но компьютеры, которые будут управлять экономическими процессами, они же тоже будут потреблять электроэнергию. Например, компьютеризация одного села. Там вы представляете, какие серверы, чтобы трактор сам ездил, квадрокоптер летал. Это же мечта, кстати, была. Знаете, как кто писал, когда в районе 12 солнце встает в зените, Абхазы перестают работать, садятся в тени во дворе большого дерева и вместе с тенью перемещаются. То есть, но чтобы работали роботы и компьютеры, нужен огромный запас энергии. И, кстати, это вопрос сегодня, вот я смотрел в Соединенных Штатах, там то ли 46, то ли 48 гиго каких-то байт. Им надо сначала они энергетические мощности, а потом уже цифровой резкий скачок. Это который вот после 2-3 дня после инаугурации, когда Трамп объявил, мы $500 миллиардов вкладываем вот это вот суперкомпьютеры. И суперкомпьютеры нужны, чтобы управлять армией роботов. Потому что человек голосом может дать команду, и 1 миллион человек пошли выполнять. Но роботы так не работают. Им нужна другая система коммуникации и связи. И в этом плане... Очень далекое будущее. То есть выручка только Черноморэнерго,
она не поможет. Я лично понял из интервью, это вот этот год пережить как-то и следующий. Ну, потому что в такие ситуации с неплатежами, когда государство оплачивало долги за газ, за электричество, она была в Украине, она была в Беларуси в 90-х годах, когда население было неплатежеспособно. Помните, система зачетов была, там еще что-то. И как бы этот этап когда-то прошли. Но мы его сейчас проходим, потому что мы были в блокаде. И мы сейчас учимся тому, что они, пока мы были в блокаде, они все эти этапы прошли. Вот я хотел бы еще, вот сейчас вспомнил, он был моим преподавателем по политэкономии, Даур Барганджи, давал интервью тоже в Общественной прессе, говорит, наш бизнес созрел, наш бизнес готов. Я абсолютно категорически не согласен. Наш бизнес, ему даже какие капканы могут быть в мировом бизнесе расставлены, даже не снилось. Они только-только стали с этим сталкиваться. То есть мир для них открывается. Например, я ни одного предпринимателя не встретил, который видел, например, 5-сторонние контракты. Когда непонятно, кто кому дал займ, кто куда что вложил, то есть там так все запутано, и ты не поймешь, как вдруг ты оказался должен всем, чуть ли не всему миру, и тебя через суд могут в такие долги загнать, что тебе и не снилось. Наши предприниматели с такими схемами не сталкивались, и надо быть очень осторожным и аккуратным, и давать такую оценку, что наш бизнес конкурентоспособен, и он готов ко всему. Без банковской поддержки, без страховки, без лизинга, без бюджетных гарантий. А почему, например, этот инструмент не использовать для национального бизнеса? Наш бюджет, почему мы даем гарантии иностранному инвестору бюджетные, а нашему бизнесу это тоже можно использовать. Дать бюджетные гарантии, составить реестр добросовестных участников экономики. Давно пора делать. Давно. Вывесить список в промышленности, в туризме, значит, в торговле, добросовестных участников экономической деятельности, чтобы они имели все преференции, все услуги от государства они получали, как добросовестные поощрения, вот система поощрения, чтобы была, и те же бюджетные гарантии, чтобы они могли брать те же кредиты. Ну, много вариантов, да, все можно задействовать. Вы прослушали краткий курс того, как должна быть устроена в идеале абхазская экономика. Нам все-таки пора уже завершать наш эфир. То есть мы отталкивались сегодня от большого интервью президента Бадрыгумба, которое он дал агентству «Общественной прессы», где он говорил о экономике Абхазии, о планах ее развития. Мы отталкивались от того, что писал премьер-министр Делба. Мы говорили о том, что в парламенте думает парламентский комитет по бюджету и экономической политике. И мы выслушали сегодня мнение экономиста Ахры Аристава. И я надеюсь, все-таки, причем все 4 разных взгляда были, еще мой 5-й, любительский, да, вот как-то все это воссоединится, и мы все-таки не инерционное у нас какое-то развитие будет, а инерционным развитием, я считаю, это вот когда нас инфляция пожирает, и мы с гордостью говорим, что у нас бюджет вырос как ВВП вырос в 2,8 раз, да, хотя это и близко нет. Да, но вот мы хотим это развитие сами чувствовать, сами граждане, чувствовать на услугах, чувствовать на ценах, чувствовать, в общем-то, на своем оптимизме, степени своего оптимизма, глядя в завтрашний день. Я буду на этом прощаться. Ахра, большое спасибо. Вам спасибо. Вам до свидания всем и не хворать. С вами был Инал Хашик. До свидания.